В своей мастерской Хамбор Манкиев проводит большую часть времени. Здоровье позволяет различать лишь свет и тьму, а левый глаз и вовсе ничего не видит. Единственным спасением от отчаяния для слабовидящего стало рисование. Художник делится. Рисовал как одержимый. Круглые сутки проводил в поисках, экспериментировал с материалами и красками. Набросок будущей работы он готовит исключительно в собственном воображении, продумывая все до мельчайших деталей и пытаясь воспроизвести необычные и яркие краски. Маленькие детали, вот так я сделаю, вот. Вот близко посмотришь, вот я поймаю, вот так я рисую. Вот. Вот так я рисую, близко посмотрим. Он начал рисовать еще в детстве, пока его друзья и сверстники играли на улице. Я всегда-то что-то копал, что-то там сделал. Ну, такой стиль был, что-то натворить, что-то делать там, интересные вещи, чтобы необычные. У меня всегда был стиль, который необычные вещи делать своими руками. Материал, чтобы необычно были. Работа, что чистый, все актор у него, чтобы я был. У Хамбора 6 детей, все они также страдают от слабовидения. Застать дома съемочной группе их не удалось, но мастер поделился, что он и их научил рисовать картины, а младшая дочь и вовсе отдает предпочтение вязанию. Когда-то кто-то или человек, или дети, если учишь, это рисовать, это учиться могут, это не трудно. Сам дети бывает трудность, краска между собой разбавить, цвет почувствовать. Что, например, вот руки цвет, это цвет должен искать. Это не бывает на краска, например. Работа художника в основном зависит от концентрации и спокойствия, уверен Хамбор, ведь это залог качественной и хорошей картины. Если кого-то тебя обидел, или кого-то что-то ты слышал, или от него нервы поднялся, ни в коем случае близко подойти не надо ему. Когда ты спокойно, когда у тебя нормальное настроение, если у тебя желание, ты зайдешь по настроению. Если у тебя настроение плохое, значит картина плохой. Если у тебя настроение хорошее, значит картинка хорошая будет получаться. Это через тебя должен пройти все эти детали. Часто к мастеру обращаются соседи и знакомые, которые хотели бы брать у него уроки. Ведь почти незрячий художник не раз занимал первые места на различных выставках и конкурсах по всей России. В Москве я был в выставке, Республика Крым тоже занимался, там Кубок России первое место тоже по созданию творческих художников. Потом Грозно были. У нас тоже были выставки. Экспериментировать и творить в этой мастерской не перестают. Сейчас художник работает над новой картиной с использованием собственной методики. Своим мастерством художник-самоучка любит делиться со всем миром. Манкиев даже запустил канал на Ютубе, где рассказывает своим подписчикам, как создаются произведения искусства. Дикие кустарники, бывает обычно дерево. Впрочем, дома хранится лишь часть коллекции. Многие картины представлены в бизнес-инкубаторе. Предпочтение мастера отдает летнему горному пейзажу, но есть, конечно же, и снежные красоты. Вот мы работаем после десятилетия. После десятилетия я первый был вверх. Многим очень трудно поверить в то, что почти незрячий человек может так искусно рисовать, ведь Хамбор Манкиев видит лишь одним глазом, и то всего на 6%. Этот человек – яркий пример того, что ограниченные возможности и инвалидность – это диагноз, но не приговор. И каждый, кто хочет чего-то добиться, добьется этого, несмотря на любые обстоятельства и трудности. Зелимхан Калоев, Хаваш Гойгов, Новости 24.